На них снизошла праздничная благодать. Православные христиане из Ингушетии поклонились дарам волхвов. Долг платежом безопасен. Плату за коммунальные услуги изыскивают напором, а кое-где натиском. Дикой храбрости не подвластно даже время. 100 лет со дня основания Кавказской туземной конной дивизии. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Работники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник, правда, с двухдневным опозданием. Но причина более чем уважительная – не позволил график. А сегодня поздравление в их адрес прозвучало от главы региона. Подробности у Муслима Ганиева. День работников прокуратуры в Ингушетии отметили на 2 дня позже. Не потому, что они чтят праздник. А руководство республиканской прокуратуры 12 января было на выезде. Именно в этот день в 1722 году указом Петра I Сенату была учреждена Российская прокуратура. При ее создании Петром I ставилась задача ослабить беспорядки в делах неправосудия, взятничества и беззакония. Как и тогда, в этом направлении ведется особая работа. Правда, сейчас называют нарушением прав человека, нарушением закона и коррупцией. Именно борьба с коррупцией – основная задача перед ведомством на ближайшие годы. Те превентивные меры, которые мы сейчас применяли и принимали в отношении таких угрозоопасных направлений, коррупциогенных, и с помощью ФСБ, с помощью МВД, прокуратуры непосредственно, я вам скажу, довольно многих мы остановили на стадии того, когда они готовы были совершить преступление. Любая коррупция, если она проявление имеет более чем большие, она все равно подпитывает преступность. Чем меньше коррупции, тем больше возможностей стабильно развиваться региону. Чем меньше коррупции, тем больше возможностей людям честно зарабатывать на жизнь, на хлеб. Глава отметил, что 2013 год был для республиканской прокуратуры достаточно насыщенным. В суд направлено более 2000 исков. К ответственности привлечено около 4000 виновных лиц. Возбуждено более 100 уголовных дел. Прошедший 2013 год для всех нас был отмечен новыми задачами, поставленными президентом Российской Федерации и генеральным прокурором Российской Федерации. Пристальное внимание уделялось соблюдению законов о бюджете, государственных и муниципальных закупках, охране окружающей среды и природопользованию. Проведена большая работа в вопросах защиты конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. На досудебной стадии прокурорами пресечено 5000 нарушений. Поздравили работников прокуратуры и другие ведомства республики. Поздравления от парламента передал заместитель спикера Мухарбек Дикажев. Уверен, что основные задачи прокуратуры, среди которых эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, обеспечение единственного правового поля страны, борьба с преступностью и коррупцией будут и впредь успешно решаться благодаря вашей слаженной и профессиональной работе. Желаю вам и в вашем лице всем работникам, ветеранам прокуратуры Республики Ингушетия крепкого здоровья, благополучия, счастья, стойкости, упорства, успеха в вашей ответственной деятельности на благо Ингушетии и России в целом. С уважением, председатель Народного собрания Республики Ингушетия Татриев. После поздравлений наиболее отличившихся в работе наградили. Кто-то получил почетные грамоты и ценные подарки, а кто и еще одну звезду на погонах. Муслим Ганиев, Тимур Карухоев. Новости 24. Статья о налоге на имущество организации претерпит некоторые изменения. Приоритет усыновления детей-сирот будет за родственниками, ну а народные избранники готовятся к заседанию Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Все эти моменты сегодня обсуждали в парламенте Ингушетии. Все подробности у Мадины Албагачиевой. На заседании присутствовала Марем Арабханова, которая недавно заняла пост министра здравоохранения Ингушетии. Она рассказала, на каком уровне сейчас наша система здравоохранения и о том, что планируется сделать для еще большего ее улучшения. Сюда входит открытие новых лечебных отделений, закупка нового оборудования, проведение мер профилактики наиболее опасных и чаще встречающихся заболеваний. Мы со своей стороны, как структура здравоохранения для законодательной власти, вовремя представляем те отчеты по нашей проделанной работе. И, конечно, с их стороны тоже есть у нас, скажем так, контроль и помощь. И, все, что необходимо для этой работы, будем делать. Затем депутаты предложили внести 8 вопросов в повестку дня предстоящего заседания Народного собрания Республики Ингушетия, в числе которых и законопроект о внесении изменений в статью 5 Закона Республики Ингушетия о налоге на имущество организаций. Суть этого
изменения в законодательство в том, что предприятия, организации, учреждения, в целом юридические лица, которые будут использовать высокотехнологические оборудование, которое будет в конечном итоге, деятельность которых будет осуществляться по сбережению энергоресурсов, им будут предоставляться дополнительные льготы. Кроме того, депутаты поддержали ряд законодательных инициатив. Парламентарии солидарны со своими коллегами из Государственной Думы в предложении установить приоритет усыновления детей-сирот родственниками. Данная инициатива депутата Государственной Думы о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, в частности в Семейный кодекс, в случае его принятия Государственной Думы предоставляет право приоритетного усыновления детей родственниками непосредственно этих детей первой и второй степени. Детям все-таки будет уютнее и адаптационный период будет легче проходить непосредственно, если они будут в семье своих родственников находиться. И кроме этого, инициативы предусмотрено и денежное вознаграждение родственникам, которые усыновят детей-сирот. В завершении заседания Магомед Татриев напомнил депутатам о готовящемся 6-м заседании Северокавказской парламентской ассоциации, которое, скорее всего, пройдет 27 февраля, в день 20-летия Народного собрания Республики Ингушетия. Мадина Албагачиева, Ахмед Беков, Новости 24. В Ингушетию из Москвы вернулись паломники. Православные христиане, которым посчастливилось поклониться одной из величайших святынь – дарам волхвов младенцу Иисусу. Последние 500 лет реликвия хранится в монастыре Святого Павла на Святой горе Афонной. Впервые была вывезена за пределы Греции. Монахи сделали исключение, чтобы верующие в России, на Украине и в Беларуси могли помолиться учтимой святыне. С праздника православного Рождества в Москве им поклонились уже более 400 тысяч человек. Сегодня дары спецбортом доставлены в Петербург, где пробудут до 17 января. Репортаж Руслана Албагачиева. Десятки тысяч паломников отправились в Москву, чтобы поклониться христианской святыне, дарам волхвов, которые выставлены в храме Христа Спасителя. 35 православных христиан выехали в столицу из Ингушетии. Сразу же по приезду они были удивлены самим собором и той очередью паломников, которые стояли под открытым небом, чтобы прикоснуться к святым реликвиям. Сильный, пронизающий ветер, снег, конечно, выстоять в такую погоду непросто, но паломники смогли увидеть и прикоснуться к святым дарам волхвов, поставить свечку и помолиться за своих близких. Приехать сюда, поклониться мощам святым и попросить Всевышнего о прощении наших грехов, вольных и невольных. Спасибо огромное всем, кто принял в этом участие, кто посодействовал в нашем вот таком добром деле. После трехдневного пребывания паломники вернулись домой. Около 8 утра автобус остановился у Покровской церкви в Орджоникидзевском, и из него вышли счастливые паломники. Им тяжело передать ощущения от увиденного. И выражает огромную благодарность всем, кто принял участие в этой поездке. Ведь такие реликвии можно увидеть лишь раз в жизни. Я рассчитывала меньше увидеть и меньше для себя узнать, но получилось гораздо больше. Из этой поездки я увидела собор, что вряд ли, в ближайшее время и не рассчитывала увидеть. Эта поездка дала прикоснуться нам к мощам святых. Это раз в жизни бывает. Мы, можно сказать, к самой святыне прикоснулись, и поэтому очень позитивная поездка оказалась лично для меня. На нас люди смотрели и говорят: а вы откуда? А мы из Ингушетии. Вы знаете, у людей какое-то чувство и удивления, и в то же время может быть какое-то восторга даже на лице, что люди приехали, и главное дело, что спокойно идут в храм. Вот, может быть, это мелочи, но это мелочи огромные, из которых состоит внутренний и внешний мир наш. Поэтому, естественно, вот та гамма чувств, которые мы испытали. Для многих православных верующих из Ингушетии это стала уже третья поездка. Увидеть и поклониться христианской реликвии времен земной жизни Иисуса Христа, дары волхвов. Руслан Албагачиев, Магомед Дидигов, Магомед Урусханов, Новости 24. Потреблять энерго- и газоресурсы бесплатно не получится. Об этом лишний раз предупреждают Ингушгаз и Ингушэнерго, подкрепляя слово делом, а точнее рейдом. Злостных пользователей выявляют, газ и свет отключают, счетчики пломбируют. Подробности в сюжете Хади Адельбиевой.
Представители газовых и энергетических служб направились по адресам злостных неплательщиков в Троицком. Здесь, как и во многих населенных пунктах республики, проводится рейд по тем, кто не оплачивает коммунальные услуги своевременно. Всех должников, как говорят представители рабочей группы, заблаговременно уведомили о необходимости уплаты долга и мерах, которые будут приняты в противном случае. Сначала просим, умоляем, требуем, чтобы люди оплачивали свои коммунальные платежи. Но после того, если значит, не получается договориться с ними, значит идем на метод другие, то есть отключение от потребления. Неплательщикам будут отключать газ и свет. Счетчики пломбируются. При попытке вскрыть пломбу хозяина оштрафуют. В этом доме живет семья Тумгоевых. Их задолженность составляет более 6 тысяч. Хотя Фатима Тумгоева утверждает обратное, но квитанции у нее на руках не было. Уточнила, что оплата за свет погашена, позвонив на почту. Ей удалось доказать, что она все-таки не является должником. У тебя долг висит. Нет, за газ я хас. Газ мы потом подъем. Сейчас свет. А свет Далее участники рейда направились в Дударкиевым. Здесь проживает одинокий пенсионер. Сумма долга составляет 65 тысяч. Он не платил с октября месяца. Это недоработка абонентских служб, которым нужно значит, усилить в это направление работу свою. То есть они тем более знают, где проживают пенсионеры, одинокие, где проживают, то есть, с которым они должны работать. То есть это слабая работа, абсолютно слабая работа абонентских служб. Около 200 миллионов долга население Сунжинского района должно оплатить за потребляемую воду. Ситуация плачевная, и в этом направлении ведутся работы. Потребители должны помнить, что из-за их неуплаты работники коммунальных служб не получают заработную плату. Ну, результат есть, конечно, не тот, который мы хотели бы видеть, но результат последних месяцев есть, потому что сборы поднялись вот, где-то процентов в сравнении с предыдущими месяцами, процентов где-то на 40 сбор поднялся. Нет возможности оплатить, как вот многие говорят, нет возможности оплаты и так далее. Государство идет таким людям навстречу. Для этого идут субсидии. Право на субсидию по оплате коммунальных услуг имеет любой абонент, у которого сумма платежей, коммунальных платежей превышает 22% вмененного общего дохода семьи. Тогда государство платит вот 72%, 78% государство платит, а свои 22% человек оплачивает. Рейды по злостным неплательщикам намерены проводить ежедневно до конца месяца, а значит все долги коммунальным службам должны быть погашены. Хадия Дельбиева, Резван Аушев, Новости 24. Высокие боевые качества, знания и привычка горной местности в годы Первой мировой войны сослужила этой дивизии хорошую службу. Эти воины снискали славу своей разгромной силой и натиском, обеспечив успех Брусиловского прорыва. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня основания Кавказской туземной конной дивизии. О подвиге элитных частей Российской императорской армии и уникальном памятнике расскажет Фатима Кариева. Оригинальная скульптурная композиция из бронзы всадникам Кавказской туземной конной дивизии сооружена на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Работа скульптора Равиля Юсупова – это 3 командира дивизии, командовавших разное время. Михаил Романов, Григорий Мешчули и Асламбек Катиев. Кавказская туземная конная дивизия, называемая в народе Дикой дивизией, была сформирована на Северном Кавказе в августе 1914 года, после начала Первой мировой войны. Кавалерийская дивизия являлась одной из частей русской императорской армии. Командиром был назначен младший брат царя свиты Его Величества князь Михаил Александрович Романов. Вечной славой покрыла себя дивизия в годы Первой мировой войны. Венцом одного из величайших эпизодов войны явился Брусиловский прорыв, где на направлении главного удара в атаку шла Дикая дивизия. Первым наступал Ингушский полк, который полностью разгромил железную дивизию Бисмарка, чем обеспечил успех Брусиловского прорыва. Скульптурная композиция Дикой дивизии всадникам Ингушского полка символизирует мужество и героизм, передает прекрасный миг атаки всадников, являющихся природными воинами, смотревшими на участие в войнах как на честь и настоящее дело мужчин. Впереди изображен брат императора, генерал-майор, великий князь Михаил Александрович. Он был назначен высочайшим приказом командиром Ингушского полка. Второй всадник – это Григорий
Мирчуле, он был командиром ингушского полка. Третий всадник, это Асланбек Катиев, он был командиром ингушского полка с 1916 года. Дивизия стала одной из элитных и самых боеспособных частей в российской императорской армии. Каждое ее выступление в целом или ее отдельных полков – это сплошной героический подвиг. Проявление высшего мужества, особой честью было служить в ингушском конном полку. Здесь на плите выгравирован текст телеграммы, направленной Николаем II генерал-губернатору Терской области Флейшеру. Как горный обвал обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников. Отличительная особенность состояла и в том, что они в числе немногих соединений российской императорской армии в период революционной смуты 1917 года сохранили верность присяге, военный порядок и высокую боеспособность. Фатима Кариева, Юнус Сучоев, Новости 24. Зарплату мало заработать, ее надо отстоять. В этом убедились работники водоканала Малгобека. Альтруизм имеет свои временные границы, и 2 года – слишком большой срок для бесплатного труда. В общем, в дело пришлось вмешаться СМИ и руководителю региона. Благодаря диалогу с народом проблема приобрела денежный эквивалент. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Хадишат Хашагулькова работает в водоканале Малгобека давно. Раньше в ее обязанности входило хлорирование воды. Но в прошлом году предприятие было реорганизовано, и она взяла на себя обязанности лаборанта. В данное время, так как была реорганизация, нас перевели на лаборантов. Мы во вторник и в субботу хлорируем водоподъемы, а в остальные дни работаем в бухгалтерии, помогаем. Когда на рейд идем, когда начисление делаем, когда разноску делаем, помогаем по бухгалтерии. После той реорганизации Хадишат около 2 лет не получала зарплату. Вопрос, почему, оставался открытым. В октябре прошлого года она позвонила в приемную главы. Узнав, что к выходу в эфир готовится программа «Диалог с народом», Хадишат решила рассказать о своей проблеме в прямом эфире Юнусбеку Евкурову. По декабрь 2012 года нам не выплачивалась зарплата в связи с тем, что была реорганизация нашей организации. Но когда мы обратились в аппарат президента, нам сразу на 2-й, на 3-й день, по-моему, появились деньги на счет, и мы эти деньги получили. Аналогичная проблема была и у Фатимы Гандулоевой. Сменить место работы не получалось, но и работать бесплатно она не хотела. Последним шансом решить проблему стало обращение в программу «Диалог с народом». Когда мы узнали, что будет диалог с народом, мы позвонили в аппаратную и обратились с этим вопросом к президенту. После этого до Нового года, в ноябре где-то был диалог с народом, в ноябре в ноябре. После этого до Нового года нам зарплату выплатили. Сотрудницы водоканала остались довольны, что их проблема была быстро решена. Сегодня они занимаются своей работой. Одна готовит сводный отчет, вторая проверяет списки неплательщиков. И больше не думает о смене профессии, ведь отныне их труд обещали оплачивать регулярно. Фатима Кариева, Резван Аушев, Новости 24. В Ингушетию вернулись победители отборочного тура чемпионата Северокавказского федерального округа по мини-футболу. Соревнования прошли в Пятигорске. Воспитанники Малгобекской школы показали уверенную игру и вышли в финал. С победителями пообщался наш корреспондент Магомед Измайлов. Всего в соревнованиях приняли участие около 8 команд. В отборочных матчах наши спортсмены провели встречи с соперниками из Дагестана и Ставропольского края. В обоих матчах победа осталась за ингушскими футболистами, что позволило им выйти в финал. По мини-футболу мы не специализируемся в мини-футбол, но несмотря на это, вот эта наша команда, школа, в 2008 году я со своими ребятами стал чемпионом России. У нас есть опыт, практика есть. И так нормально подготовились, нормально сыграли. Я очень рад этим ребятам, потому что здесь, можно сказать, много сыграл дисциплина, техника и так далее, где мы более-менее на высоте оказались. Тренер отметил, что у ребят есть командный дух, дисциплина и целеустремленность. Один из тех, кто хочет связать свою жизнь с футболом, Бекхан Алиев. Он уже 5 лет обучается в футбольной школе и на прошедших соревнованиях был признан лучшим полузащитником. Я хочу стать профессиональным футболистом. Если моя мечта сбудется, я хочу стать великим футболистом. Малгобекская школа футбола была создана в 1998 году. Отсюда вышли более 500 выпускников. Среди них такие известные в республике футболисты, как Магомед Аздоев, Хасан Ахриев, Ахмед Барахоев.
В настоящее время в школе обучается почти полсотни ребят со всей республики. Они здесь живут, учатся и, конечно же, играют в футбол. Есть селекционер непосредственно, который работает, отбирает. Да и сами тренеры ездят, смотрят, какие тренеры, каким образом тренировки у них складываются. Смотрят, отбирают лучших, значит, перспективных детей. И сюда мы их переводим. Безусловно, с разрешения родителей. Следующим крупным соревнованием для юных спортсменов станет первенство СКФО, которое пройдет 7 февраля в Сальске, что в Ростовской области. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.